Стихийные бедствия в виде обильных осадков в последнее время явление нередкое в столице и в ее окрестностях. Немало проблем они приносят местным жителям, особенно тем, кто живет в непосредственной близости от мелких речушек, коих в Сухуми немало. Они и выходят из берегов, затапливая первые этажи жилых домов, магазинов, нанося ощутимый урон хозяйству, оставляя после себя толстый налет ила и пыли на дорогах, груды мусора во дворах и засоряя русла рек. Коммунальные службы столицы в усиленном режиме проводят работы по устранению последствий стихии. Коммунальные службы работают у нас в усиленном режиме. Им оказывает большую поддержку МЧС, да, то есть пожарные машины. Они ночью работают, когда людей уже на набережной нет. Мы сейчас работаем на основных магистральных трассах. Я думаю, что до конца недели основные магистральные трассы в городе, вот это пыли, ила мы очистим. И дальше уже потом будем переходить на периферию. К сожалению, к большому, одновременно работать во всем городе теми силами и средствами, которые у нас есть, не получается. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к гражданам, проявить немножечко терпения. То есть мы будем двигаться от центра в районы города, одновременно работать и в центре, и в районах, к сожалению, к большому не получается. Ливневые стоки советских времен из-за несанкционированных построек перекрыты и, как следствие, не справляются с возрастающей нагрузкой. Русла рек в таких условиях сильно засоряются, и бюджета столичной администрации недостаточно для решения этой проблемы. Тем не менее, немало работы проделано в этом направлении. На реке Адзябш проводились очистные работы и также работы по углублению русла реки на протяжении почти больше 2,5 километров. На реке Гариквара проводились очистные работы на протяжении более 2,3 километров. На реке Сухумка более 1,8 километра. Помимо этого, на реке Гариквара у нас была в районе улицы Дзаря установлена подпорная стена. В районе улицы Черкесской у нас был осуществлен капитальный ремонт подпорной стенки. Если с природой, как говорится, не поспоришь, то вопросы вызывает следующий фактор – несознательность людей. В руслах рек во время очистительных работ было обнаружено немало не имеющих к самим рекам абсолютно никакого отношения предметов, начиная от бытовых отходов, заканчивая тяжелой артиллерией в буквальном смысле, холодильниками, шинами, частями автомобилей и даже мебелью. Помимо этого, столичные власти сталкиваются и с другими проблемами. Во время проведения работ по чистке русел рек на многих участках у нас граждане устроили искусственные сооружения. Это и мосты, это и подсобные помещения, это и сараи. И когда техника пыталась туда подъехать, некоторые граждане просто препятствовали тому, чтобы через их огород проезжала техника и там работала. Подобная ситуация сложилась и в русле реки Адзябш. Местные жители теперь в шутку называют ее береговую часть полем чудес. Действительно, чего тут только не найдешь. Администрация города периодически проводит здесь очистительные мероприятия, однако есть факторы, препятствующие им в работе. Всегда топит, да, вот в год 4-5 раз. Но им не дали вот здесь выше, вот сторону, ниже военкомата, сторону, не дали люди там, где застроено, там сарай и так далее, не дали почистить. Это их вины, я думаю, что там нету. А вина в том, что люди не разрешают во двор заезжать, там сарай поломать, но люди должны понять, что здесь кроме 1-2 человек, здесь сотни людей живут, и они тонут. Не менее печальными последствиями стихии являются сгоревшие насосы, обеспечивавшие водой центр города, в результате чего столичное управление водоканала было вынуждено перейти на временный график подачи воды. Необходимо рассматривать вопрос о приобретении нового. Оборудование дорогостоящее, поэтому сказать то, что мы его приобретем сегодня или завтра, пока не представляется возможным. Пока мы будем стараться работать действующим насосом, то есть отремонтировать его, но, естественно, поставить на повестку дня вопрос о приобретении нового насоса. Природа-матушка весьма своенравна. Ее стихии могут застать нас врасплох. Но если относиться к окружающей среде со всей ответственностью, то можно с полной уверенностью сказать, что последствия будут не столь печальны. На Алакове, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение.